Хочется начать отзыв с того, что этот фильм, опять же, был у меня в подборке трейлеров, и у меня уже тогда возникли ассоциации с фильмом «Погребенный заживо», да, в котором снимался Райан Рейнольдс, который вышел аж целых 11 лет назад. И я подумал, раз по описанию, что женщина приходит в себя в криогенной камере и не помнит, как там оказалась. И если сравнивать «Погребенный заживо» и этот фильм, то в первом случае там, можно сказать, чувак оказался в деревянном гробу, да, и запас кислорода у него на исходе. Он в замкнутом пространстве без доступа туда кислорода. А тут же в фильме «Кислород» просыпается не мужчина, а женщина, и не в каком-то трухлявом ящике, да, под землей, а в высокотехнологичном девайсе, капсуле, которая посредством заморозки держит человека в глубоком сне, но что-то пошло не так, и она проснулась. Кислород также на исходе, потому что она, понятное дело, эта капсула, она герметичная, да, открыть ее невозможно. Сама героиня толком ничего не помнит о себе. В эту же хай-тек капсулу встроен голосовой помощник, видимо, для таких случаев, и после пробуждения, если человек будет в панике, чтобы ему объяснить что да как, да. И нам показывают где-то примерно 2040 год, но помощник очень крутой. В принципе, если так сильно будут дальше развиваться технологии, то вполне возможно, что такой неотличимый от человека голосовой ассистент будет существовать. Но правда бывают жесткие тупники в фильме у него, когда он там переспрашивает, запрос неясен, запрос непонятен, повторите, я не понял. Что-то как-то и вроде и будущее, да, но какое-то с костылями, что ли. Главную роль исполняет обворожительная Мелани Лоран, которая и просыпается после случайной разморозки. В описании указано еще где-то 10 человек, но они все либо голос, либо просто коротенькая массовка в кадре, или в видеороликах, либо какие-то люди на фото, или в воспоминаниях, там есть один человек. А так, по сути, 1,5 часа мы видим попытки главной героини выжить. И опять же невозможно провести параллель с «Погребенным заживо», да, который вышел очень давно. И сам фильм вышел достаточно хороший, который заставляет переживать. Но «Кислород» с высокими технологиями и прочими наворотами как-то немного это убивает, да, и в целом я так понимаю, что задумывался напряженный психологический триллер, который, как я считаю, не вышел, не получился, так еще и жанр фантастика, который дает создателю широкие поля разгуляться, так скажем, да, на полную катушку, был неоправдан и пуст. Опять же, моменты виртуального помощника, что может делать невероятные поразительные вещи, и с другой стороны иногда не понимает простых фраз и команд. Моменты с мелькающими кадрами крыс в лаборатории, которые как бы, лично мне не спойлерили сюжет, да. Потом ее звонок женщине, я сразу же понял, кто это был, и вообще якобы неожиданный поворот, после которого героиня начала беситься, там, колотиться, я понял где-то на минуте 20-30, то есть у меня уже возникло это чувство. И вот, не знаю, стоит ли говорить хотя бы образно про концовку, да, какой-то фразой. Ладно, я не буду, скажу одно, что концовка, которая могла сыграть огромную роль в впечатлении от фильма, да, она была испорчена. И сам фильм тоже, когда ты видишь человека в штуковине, напичканный гаджетами, с крутым виртуальным помощником, который заинтересован тебя спасти, выручить и помочь во всех твоих прихотях и просьбах, да, этот сюжетный ход и лишает этого чувства сопереживания главной героини. Фильм «Кислород» не оправдал ни жанра драму, ни жанра фантастику, ни тем более психологического триллера. 1,5 часа попыток вспомнить, кто она и где и зачем, вперемешку с мелькающими крысами, которые напрягают, воспоминаниями, и иногда сама героиня напрягает тоже своим поведением, там, психованностью, и даже бывает периодически раздражает. Фильм «Кислород» я не рекомендую смотреть, но если кому-то все же интересно Лоран, да, потому что она там 1,5 часа в кадре, ее игра, и, может быть, зацепило описание, то я постарался как-то сгладить углы, абстрактно рассказать про фильм. Есть еще куча тупняков, больше связанных с этим виртуальным помощником, его поведением, того, что там происходит, но я их не буду говорить, чтобы не заспойлерить сюжет, да, для тех, кому интересно посмотреть это кино. И вообще, если бы фильм «Кислород» был достаточно глубок и хорош, с неоднозначными, запутанными или там не совсем понятными моментами, то да, можно было бы с предупреждением, что сейчас будут спойлеры, и давайте разобрать пасхалки, отсылки, секреты, непонятки и так далее.
А так мне даже, вот, честно говоря, мне как-то стало жалко потраченного времени на просмотр. А на этом все. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, делитесь мнением о ролике или фильме в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.